Кадырлы акшамлар, бүгін Крым ышгалының 687-ші күні эфирде заман студияда сіздермен Шевкет Аматулаев селямлайым. Украина президенті Петр Порошенко Крымны Женева плюс форматында қайтарacak. Бұл есе Америка Қошма Штатлары дестегі елі өткерілежектір. Бұл ақтау бүгін өткерілген матбуат конференциясында сеслендірді. Бұне бері Порошенко білдіргенне көре, Киев бұл сене Донбасста Украина акимиетіні тіклейжектір. В 16-му році має відбутися поновлення українського суверенітету над окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях. Боротьба за повернення Криму теж залишається першим пріоритетом порядку денного. І ми запропонуємо створити міжнародний механізм з деокупації півострова. На моє глибоке переконання, оптимальним форматом для започаткування такого механізму я розглядаю формат Женева плюс за участю наших партнерів з Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки і, можливо, країн-підписантів Будапештського меморандуму. Такі надскладні завдання, як повернення Донбасу і Криму, я планую вирішувати насамперед політико-дипломатичним і міжнародно-правовим шляхом. Крым қайтарылуы 10 желіктір. Порошенконың пікіріне көре ярмада қайтарылмасы Донбасс қайтарылмасынан фарқлыдыр. Президент білдіргенне көре шымдылық Крымнан энерго-блокадасы жоқ. Украина электриканы тек бір шартнен бере біле. Анлашмада Крым-Украина территориясы кібі көстерілмек керектір. Уне бері Порошенко білдіргенне көре о блокада тешкілячілерінен кележек адымларыны музакере ете. Я з регулярністю зустрічаюся і з представниками кримськотатарського народу, і з головою Меджлісу, і з Мустафою Джемільовим, і з Рифатом, і з іншими активістами. Не лише для того, щоб підтримати, а й для того, щоб скоординувати дії. Так? І тому рішення моє, лист на уряд і прийняття уряду про заборону руху вантажного транспорту, це рішення державне. А з іншого боку, я не дозволю, щоб хтось, прикриваючись справедливою і ефективною діяльністю громадських активістів, встановлював самостійні пости, грабував і обшукував людей. Українських священників, дітей, жінок. Має бути порядок. І тому ми маємо швидко врегулювати. Вантажне сполучення закрито – закрито. Залізничне сполучення закрито – закрито. Чому? Не тому, що хтось хоче там, щоб було гірше, а, друзі мої, оформіть правильно документи. Так само, як я і відповідав на питання постачання електроенергії. Я не вітаю підрив опор. Але прозора економічна позиція щодо того, щоб примусити, друзі мої, або ми працюємо по договорах, де написано Крим, де Україна, або поставляти не будемо, це наша позиція. Ахмеджетте 16 яшлы Эльвина Разакова ғайып олды. О Дубки қасаба сакины. Туневын саба саат 8-де Ахмеджет мерkezіне оқушқа yol алған, ләкин барып шықмаған. Қызның анасы білдіргенне көре мобиль бағыта Туневын саба жойылған. Эльвина ислам дінні күткен қыз о хиджап е ұзын мұсылман урбасында еді. Кімде бірде-бір малюмат олса экранларда көрген телефон вастасынен хабер бермеге рижа етелер. Ишгалчылар Крымда теракт ве репрессиялар азырлай. Бөле фкірні Туневын Крымның Рус парламенті қабыл еткен қарарға исасланып, Межлис азасы Ескендер Бариев білдірді. Крым депутатлары Украина территориясында олған селялы бірлешмелеріні жоқ етмеге чағырды. Бариевтің фкіріне көре бөле қарар алынған сон ярмадада теракт ве инсанлар олымы олса, ишгалчылар месулетлікні Украин территориясында олған бірлешмелерге юклей біле. Подобные заявления делаются не просто так. Они делаются с той целью, чтобы упредить или, как говорят, как существует русская пословица, на варе и шапка горит. То есть для того, чтобы найти сразу, скажем, объект, тот, кто будет виноват, и, соответственно, таким образом спровоцировать ситуацию в Крыму. Мы видим четкую, да, вот такую следственную линию. Линию, когда председатель регионального Меджлиса Белогорского района Мустафа Саба подбрасывали патроны, когда по 26 числу, по 26 февраля проводят суды, проводят аресты,
в отношении крымскотатарских активистов и пытаются обвинить в экстремизме, когда всячески пытаются заявить о том, что чуть ли Меджлис крымскотатарского народа не имеет отношения, или вернее имеет отношение к ИГИЛу и так далее. Хотя Меджлис крымскотатарского народа это высший представительный орган крымских татар. Да, икай апсте Хизбут Тахрир ішы бойынша қабатланған екі қырым татарына Ақияр шерінің Рус махкемесі 2 айға апсте қалдырды. Руслан Зейтулаев и Рустем Ваитов СИЗОда мартынан 22-сіне қадар болынажақлар. Ярын махкеме Нури Примов и Ферат Сейфулаевнан ішіні бақажақтыр. Ақияр регионнан 4 сакинны кечкен сені январьнан сонында яқаладылар. Оларны терроризмде қабатлайлар. В отношении двоих, которые были сегодня, опять сроки продлили до 22 марта на 2 месяца, сославшись на то, что сейчас мы ознакомимся с материалами дела. Завтра будет по остальным двум. Это Климов, получается, и Сайфулаев Ферат. У них получилось 14 томов, порядка 250-300 листов каждый том. 14 томов всего. Мы ознакомливаемся, и где-то, я думаю, все это продлится не меньше месяца еще наше ознакомление. Все-таки материала очень много. Плюс есть аудиозаписи и ряд вещественных доказательств, которые тоже нужно изучить. Мнение защиты вообще не учитывается. Эти доводы, которые приводят мои коллеги, они абсолютно не учитываются. И все решает следователь Федеральной службы безопасности. Если оценивать весь прошедший год, то есть то, как проходили судебные заседания по продлениям, то отношение к защите, к сожалению, перспективы и прогнозы, так скажем, печальные. Однако я считаю, что работать необходимо. И я думаю, что мы, то есть я и мои коллеги, все-таки сможем доказать, что данное дело юридически несостоятельно. Ярын 26 февраль іші бойынша махкеме топлашығы девам етежек. Іш бойынша еді қырым татарыны санки күтлеви қалабалықта іштірак еткенлері үшін қабатлайлар. Махкемеге ішбір рус тарафдарыны чекмеділер. Ярын Қырымнан рус прокуратурасы қабатлав нетежелеріні ачықлайжақтыр. Қырым блокада штаб елбашысы Ленур Ислямов Қырымнан рус парламенті қабыл еткен мұражатына сесленді. Анда есе блокаданы геноцид кебетанейлар мұражатының мөйлефі Қырымнан рус девлет шура рейс муавины Ремзи Ильясовтыр. Проведение расследования по факту нарушения Украины своего обязательства по предотвращению геноцида в соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказания за него в связи с непринятием всех возможных мер для прекращения геноцида в отношении Республики Крым. Инициирование по итогам расследования вопроса о приравнивании государственным органам Украины действий лиц, групп лиц и организаций, которые, не имея правового статуса государственных органов, фактически действуют под строгим контролем властей государства Украины, что следует рассматривать как ответственность государства за международное правовое деяние. Я бы рекомендовал всем тем, кто остался в Крыму, и так получилось, что без решения Меджлиса, то есть без решения Курултая, значит, без решения народа, пошли, причем в законодательную еще и власть оккупированную, то есть оккупационную власть вступили. Хотя бы найти в себе силы, хотя бы сделать так, чтобы будущее поколение хотя бы что-то нашло в их действиях оправдательного. Хотя бы пусть они одного политзаключенного выпустят, пусть они займутся теми вопросами, которые касаются крымских татар, тех крымских татар, которые, честь имея, не предав собственный народ и не пойдя против Меджлиса, решения Меджлиса, отстаивали, на самом деле, как бы интересы Украины, интересы крымских татар. Назолсан ол, амада халхнен айрылма. Вот то, что сейчас они сделали, улар айрылла шинч халхтан. Халх с нами, халх с народом, халх с Меджлисом. Любое решение, любые слова, которые они произносят, пусть они смотрят на себя в перспективе. Ильясов и те, особенно муфтий, Заура просто даже не хочу каким-то образом даже брать, потому что все-таки то, что эти два человека делают, которые находились в Меджлисе, им дадут оценку в перспективе будущее поколение, и правнуки этих людей будут пожинать эти плоды, которые они сейчас сеют. То, что мы здесь делаем, то, что они называют геноцидом, мы делаем то, что мы можем делать.
делаем это с народом, пообщавшись с народом, и принимаем решение на Меджлисе, тот, который они считают нелегитимным теперь уже, да, когда им теперь уже стало невыгодно. Вот сейчас, завтра у нас будет Шура Всемирного конгресса крымских татар, который будет давать оценку всем действиям крымских татар, которые находятся в любой точке мира, которая находится. Поэтому я за то, чтобы каждый крымский татарин отдавал сегодня себе отчет, с кем он. С кем он. Не искал поводы себе, какие-то там поводы оправдать свою трусость и оправдать собственное вот это вот ничтожество, я его по-другому не называю, потому что сейчас время действий, определенных действий. Мы как народ, располагая таким историческим шансом, как сейчас нам история такой шанс предоставила, должны этим шансом воспользоваться и вернуть себе свою землю, чтобы она принадлежала крымским татарам внутри Украины, но принадлежала крымским татарам по праву. Вот это право мы должны будем, в том числе и ценой крови определенных людей, нам придется это сделать, как сделали на Майдане те украинцы, которые, пролив эту кровь, изменили, во многом изменили Украину. Не скажу, что во всем, но во многом изменили. Мы должны свою лепту внести как народ. Тогда будем иметь шанс. Бүгін Қырым Қамачавының 118-ші күні блокада штабына Межлис рейсінің муавины Илми Умеров келді. Оның сөздеріне көре блокада қойылған мақсатларының біріне етішті. Қырым меселесі кенеде күн тәртібінде жемат блокадасының фалиетінен берабер яңа тізілген батальон ақында да сөз көрсетті. Больше говорят о Донбассе и о Сирии, и о каких-то других событиях в мире, то благодаря вот этой первой блокаде, или так называемой товарной блокаде Крыма, Крым вернулся в это информационное пространство. Вот только ради этого стоило ее сделать. Цель этой энергетической блокады была не в том, чтобы людей в какой-то хаос окунуть, чтобы они там замерзли или остались без электричества, без света и так далее. А основная цель была переложить расходы на плечи бюджета Российской Федерации. Я думаю, если батальон имени Нумана Челебиджихана в составе вооруженных сил Украины появится, это не будет самостоятельным воинским формированием, как это пытаются представить средства массовой информации, если их так можно назвать, Российской Федерации. Существовать оно будет по правилам и по законам государства Украина. Қырым Қамачавы 360 миллион рублей зарар кетірген. Бұл ақта Қырымнан рус прокуроры Наталья Поклонская білдірді. Бөлі миқдарда зарарыны санайы, сағылық сақлап и нақлиен әзірліклері сайған. Поклонская сеслендіргенне көре бұтам рақамды келдір, чүнки күн-күнден зарарлары арты. Сумма складывается из убытков, ущербов, которые предоставили Министерство промышленной политики, Министерство здравоохранения, Министерство транспорта. То есть затраты, понесенные различными ведомствами для того, чтобы поддержать и не прекращать работу всех необходимых организаций. Крымалако шirketini біле-біле yok етелер. Бұл ақта Мойсе хадимлері білдіре. Олардың мәліматына көре, акимет шirket ерлешкен топыраққа көз тіккен. Кеченлері хадимлерге бошап дегер іш қыдырмаға теклиф еткенлер. Ақшайық, Кезлев, Керичве дегер регионларда олған суд завод бөліклеріні қапатқанлар. Ахмеджетеки заводының баш бөлігі да тахменен 2 ай çalışacaktır. Акимет білдіргенне көре меселеде санки суд тапшырыcılar оғынде ве топырақ үшін төленмеген боржылар бар екен. Нас поздравили просто с Новым годом, вот поздравили в кавычках, выбросили на улицу, где в Крыму крымчанам найти работу. И нас поставили просто вот перед фактом. Либо увольняйтесь, либо вот что хотите делайте. И мы не можем до сих пор понять, что произошло. На каком основании завод закрыт? Почему людей выгоняют на улицу просто в такое тяжелое, вообще экономическое время для страны, для Крыма в частности? Долг завода 27 миллионов, там 21 или 27 миллионов. Мы в конце декабря отказались от своих поставщиков. Сейчас люди, хозяйства эти, не знают, куда сдать молоко. Вот такое семенное хозяйство, там женщина просто плачет, она не знает, куда его сдать. Мы кинули людей, не только вот нас кинули, но и поставщиков сырьем. Здесь интересы преследуются совсем другие. Территория, землю в центре города забрать. И деньги, это территория, очень большая территория здесь.
И все, завод здесь не нужен. Когда Украина у нас была, нам по 4 месяца зарплату не платили, мы это все терпели, мы никуда не могли пойти, мы все боялись. Думаем, ну ладно, пришла Россия, это честные люди, справедливые, они нам помогут, мы будем вместе с ними работать. А получилось, что нам надо было писать везде, сообщать, жаловаться, а мы просто сидели и ждали, когда нас обанкротят. И мы еще виноваты. И мы еще оказались виноваты, что мы никуда не писали, мы не жаловались. Но если вы все это видели, вы на сайте были, почему вы сами на это внимание не обратили? И министр один, и министр второй. А продукцию откуда будут привозить? С материка, с России. Это наши крымчане будут есть продукцию длительного хранения. Это химия. Мы натуральные. Мы докормили детей и всех жителей Крыма натуральной продукцией. Экиз троллейбустан Ахмежет yollarına tek 15-ші çıqa bu haqta Крым троллейбус şirket yol başçısı bildirdi. Nafaqacılar memnun değiller çünkü ular için bu bedava nakliye edi. Seferge şehir civarına Aluşta ve Yaltağa bargan hiçbir trolleybus çıkmay. Moyse yol başçısı bildirgene göre nakliye için Kırım'da elektrika yetmey. Очень плохо без троллейбусов, очень плохо. С этими топиками не влезешь. Народу, молодежь в первую очередь, конечно, садится. А ты, когда это очень плохо, конечно. Удобно, хорошо, едешь и все. Но попасть туда не всегда можно. С 10-го ходило 11, сегодня ходит 15. Мы закрыли сейчас от аэропорта ЖД вокзал, центральный рынок до 7-й горбольницы. Надеюсь, что дальше будет со временем увеличиваться количество троллейбусов. Пригородное сообщение пока не в движении, ввиду отсутствия электроэнергии по Симферопольскому району. Рубль уcuzlaşa bu günleri bir Amerika doları için 77 ruble berilir. Kırım işgali başlanmazdan evvel Rus parası iki kerege güçlüydi. O vakit 1 dolar için 35 ruble bereydiler. Lakin sanksiyalar ve ucuzlaşkan yer mayı ruble fiyatını düşürdü. Çünkü Rusya parası yer mayı fiyatını bağlıdır. Kırım sakinlerine ise ruble fiyatı hiç de kederlendirmey. Kırım Reali muhbirleri Ahmedjit sakinleri arasında sorav geçirdi. Никак не переживаю. У меня такая работа, что мне этот доллар как-то безразлично. Ну, то, что нефть дешевеет, это хорошо. Значит, будет, как в народе говорят, халявный бензин. А раз будет халявный бензин, извините, я могу поехать в ту же самую Украину, купить там продукты по бросовым ценам, переехать сюда и нормально себя чувствовать. Нас как-то больше студенческая жизнь волнует. Я переживаю за судьбу России. А доллар я его не признаю и никогда не признавала. Я думаю, что с таким руководством, как у нас в России, и с Путиным справиться. Они очень умные, благодаря им мы живем и радуемся. Задорнов хорошо по этому поводу сказал. Это говорит, что за государство, если у арабов где-то нефть дешевеет, а русские люди за счет этого стали хуже жить. Смысл, какая связь между этим? У арабов нефть дешевеет, а мы хуже живем. Приходишь на рынок, у бабушки семечки подорожали, потому что нефть подешевела. Но это реально так. Это реально, вы зайдите, посмотрите, какая связь между бабушкиными семечками и нефтью у арабов. 254 namzet qaparcılıqqa qarşı prokuraturasında ikinci basamaq saylavına keçti. Prokuraturada çalışmağa istegen insanların umumi bilgi derecesi ve kanun bilgilerini teşkirdiler. Tafsilatlıca Elvina Seyitbulayeva'nın levhasında. Bu insanlar ileride xabarçılıqla kuruşacak xadimlerini saylalar. Onların sayısı 11 kişiden ibaret. Onlardan ikisi deputatlar Boris Bereza ve Igor Lutsenko kelmedi. Bunun beraber konkursta Baş prokuraturasının xadimler bölüğünün yolbaşçısı Roman Martimyanov da yok idi. Kvorum toplanıldı. Komissiya namzedlerinin şikayetlerini bakıp çıqa. В принципі, у нас питання щодо його стажу, це от якраз те, що ми зараз обговорюємо. Бо якщо ті 3 місяці випадають, відповідно, в нього стаж буде менший. Там буде 4 роки, там скільки 10 місяців. Хто за, щоб задовільнити скаргу Кравчука, допустити його до подальшого конкурсу та дачі тестів? Хто за? Немає. Хто проти? Так, одноголосно. Хто утримався? Відповідно, немає. Bir şikayetin üçün nefbeteki turğa keçmedi. Evvel onlar xabarçılık ile kureş bölümünde çalışaydı. Esas sebep bu insanlardan namzetleri asıl da bakılmadı. Це вимога закону, тому ми виконуємо закон. Є порядні люди і серед тих, які працювали там в тих підрозділах. Тобто, можливо, трошки було завчасно
таку норму вписувати. Але я не можу коментувати позицію Верховної Ради. Нам треба виконувати закон, який він є. Нетижеде 254 намзет екінші турға кечті. 64-ті тешкірден кечмеді. Оларны умуми білгіге ве қануларны білмесіне тешкірділер. Я не виключаю, що за наслідками цього конкурсу ми не зможемо обрати всіх 33 особи. Тобто я не виключаю, що може десь в кінці лютого, березень, можливо, що буде оголошено повторний чи новий конкурс на інші посади. І професійних, можливо, якихось якостей. Хабарчылыққа қаршы прокуратура конкурсын 33 инсан үшін илан етті. Бұл вазифеге эвел прокуратурада 5 жыл çalışқан инсанлар алынacak. Конкурсын соңғы қысымы келечек hafta өткерілəcек. Эльвина Седулаева, Эльдар Исматов, Заман, АТР. Қырым-татар кинофильмі Украинаны Берниналь фестивалінде тақдим етежек. Яш қырым-татар режиссері Нариман Алиев сенсіз адлы қысқа кино шығарды. Бұл фильм Берлиннің халқара фестивалінде иштирак етежек. Фильм қырым-татар Құрантасы ақында хикая еті. Это мой новый фильм «Сенсыз. Без тебя». Я его снимал летом еще в Крыму вместе со своими братьями. В главных ролях у меня снимались два двоюродных брата Февзи и Ремзи Беляловы. Вот. И эта история мы посвятили нашему брату, который погиб 6 лет назад, Арфану Слимову. И теперь так произошло, что его отобрали на Берлинский кинофестиваль в секцию Generation 14+. Если все будет хорошо, в феврале будем в Берлине представлять Украину вместе с этим фильмом. Ну, очень жаль, конечно, что это только единственный фильм, который от Украины попал в Берлин. Но, тем не менее, хорошо, что уже хоть кто-то будет представлять там интересы нашей страны. Бүгінге соңғы хабарымыз еді. Сілерге ие ақшамлар тілейміз. АТР-ден айырылмаңыз.